видео называется «Парады, как играть на карте мира». Вот. На самом деле в карте Мираж можно много что сделать. Наприклад, идти бомбу ставить или ее разминировать. В этом видео я расскажу, как называются точки на картах, на карте Мираж. Вот. И немного парад, как нужно действовать, Рассмотрим первую карту, точку Мираж. Называется дырка. Когда враг идет с места появления на a.com, то он заходит через дырку. Надо знать это, чтобы подсказывать своим друзьям, где мразь. Следующая позиция, точка на карте, называется квартира. Это красивые, роскошные квартиры, которые могут идти злый враг, поэтому надо знать, как он называется. Еще бы рассказать вашим друзьям. Наступная точка называется подвал. Когда идут внизу, когда враг идет внизу, это называется подвал. Полезное место. Или когда вы идете там, бежите убивать всех злодеев, то ваше розташування, где подвал. Следующее называется зарядка. Когда вы заходите с одного, вы подключаетесь к другому месту. Это называется зарядка. Запомните и рассказывайте друзьям. Голубь. Это место голубь. В нем можно прыгать, там можно прыгнуть оттуда. Это голубь. Наступная точка называется
дешево, дешевая квартира. Это уже не настолько красивая, но там тоже можно ходить. Вот. Следующее называется самурай. Это ворох. Это очень нагадывает, как будто он самурай. Эта точка называется Bugatti B110. Там тоже может кто-то быть. Но я не буду ей. Следующая это веранда. Там можно смотреть далеко оттуда, если вы снайпер. Так что если вы снайпер, можете стать верандой. Следующая точка на карте Пятназовая веранда. Ой. Следующая точка на карте Пятназовая Марокко. Следующая точка называется «Дивись наконец-то, муж, там враг». Там всегда надо смотреть в конец, потому что может кто-то быть. И следующая точка называется дальше идут парады. Вам моя парада, если кто-то идет за... Если враг находится где-то близко, можете сказать close. Тоже хорошее слово. Мне подобается. Вот. Дальше сами